Айсен Николаев принял участие в сессии «Малая атомная энергетика и энергообеспечение для регионов и промышленности» на международном форуме «Российская энергетическая неделя». Руководитель республики рассказал о проекте строительства атомной станции малой мощности в Устьянском районе, которую реализуют совместно с Росатомом. Он напомнил о том, что в Якутии централизованным энергоснабжением не охвачено 64% территории, на которой проживает 15% населения региона. Это зона локальной энергетики, где расположены 143 единицы дизельных электрических станций. Так, атомная станция малой мощности, которую построят в Устьянском районе, обеспечит электроэнергией населенные пункты района, в том числе и промышленное освоение золоторудного месторождения Кючус, одного из крупнейших в России. У нас должны расти доходы жителей Арктики. Жизнь в Арктике должна по своему качеству развиваться быстрее, чем в других наших районах и в городах. Потому что слишком долго у нас здесь было отставание. И если мы сейчас говорим о сохранении Арктики, об ее развитии, в том числе экономическом развитии, то, безусловно, в первую очередь мы должны думать о людях, которые здесь живут, о повышении качества их жизни, о повышении их доходов. В селе Кабыргыны Абыйского района начала работу новая врачебная амбулатория. Теперь местные жители смогут получать качественные медицинские услуги, не выезжая за пределы труднодоступного населенного пункта. По словам главы республики, такие врачебные амбулатории должны стать стандартом для всех северных населенных пунктов. Новое здание имеет модульный тип. Здесь есть все необходимое для современного медицинского обслуживания. Круглосуточно для пациентов работает филиал терапевтического отделения Центральной районной больницы. Открыт стационар с 3 койками. До 2024 года такие фельдшерско-акушерские пункты будут построены в 10 наслегах республики, в том числе в арктических и северных районах, в селе Сигян-Кёль Кобяйского района и селе Алека-Кёль Среднеколымского района.